Түзден! Түз тұр! Түздені ортуға! Саламатсыздарбы жолдоштор? Урматтуу элчи мырза Николай Николаевич, урматтуу генералдар, урматтуу коноктор, 2024 жыл Ички иштер министрлиги үчүн жакшы окуялар менен башталууда. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтен бизге койгон тапшырмасынын негизинде өлкөнүн материалдык техникалык базасы жаңырып, бүт тармактарга автоунаалар берилип жатат. Мен сиздерге 3 январда келгем. Bir ayda 2 жолу машина тапшырып жатам. Бүгүнкү Ички иштер министрлигинин Баңгиз атты мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүүгө кызматына 28 автомашина тапшырылат. Сөзүмдүн алдында жалпы коомчулукка кайрылгым келет. Барган сайын актуалдуу болуп бараткан адамдын акыл эсин алган Баңгиз атка каршы күрөшүү бир гана укук коргоо органдарынын жумушу эмес. Ага каршы баарыбыз тикебизден тик турушубуз керек. Баңгиз аттын бардык түрү жеке адамга дагы, бүтүндөй коомго дагы зыяны, кесепети, залакасы айтып бүткүз чоң үй бүлөлөрдү сыздап, өмүрдү алат. Элдин коопсуздугуна коркунуч жаратат. Ошондуктан урматтуу жарандар, ар бириңерди Баңгиз атка каршы күрөшүүгө активдүү катышууга, дени сак жана коопсуз чөйрөнү өнүктүрүүгө чакырабыз. Ал үчүн ата-энелер, мектептеги мугалимдерден тартып, бүт коом Баңгиз аттын зыяны жөнүндө билимди коомчулукка жайылтуусу зарыл. Бул күчтүү курал. Балдарга, жаштарга Баңгиз аттын зыянын айтып, алардын бул коркунучтуу көз карандылыгына кабыл башынан сактайлы. Ал эми Баңгиз атты жайылтып жүргөн, адамдын убал соогунан коркпогон шектүү аракеттерди укук коргоо органдарына кабарлаңыздар. Баңги эпидемиясына каршы биргелешип, биз келечектеги өзгөртө алабыз жана позитивдүү Баңгиз атсыз чөйрөнү түзө алабыз. Уважаемые друзья, товарищи офицеры, сегодняшнее мероприятие – это очередная системная помощь нашего главного стратегического партнера России, благодаря которой у сотрудников службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков повысится потенциал и технические возможности. Хочу выразить слова благодарности от имени нашего уважаемого президента Жапарова Садыра Нуркожоевича, от имени Кабинета министров Кыргызской Республики, правительства Российской Федерации в лице уважаемого господина посла Николая Николаевича Удовиченко. К сожалению, проблема незаконного оборота наркотиков давно вышла за рамки одного государства. И ни одна страна в мире не в силах справиться с этой проблемой в одиночку. Нам вдвойне сложнее бороться с этим злом, так как в силу своего географического расположения мы находимся на пути международного наркотрафика. Ситуацию еще больше усугубляют такие негативные тенденции, как увеличение синтетических наркотиков и рост нарколабораторий. Использование возможностей информационных технологий, в том числе интернета, даркнета, криптовалют, социальных мессенджеров, распространение наркотиков и отмывание наркодоходов. Нам крайне важно продолжить сотрудничество с государственными донорами и профильными международными организациями для принятия эффективных мер по противодействию новым вызовам и угрозам. Для устойчивости и стабильности в нашей республике в целях своевременного решения задач, поставленных перед Министерством внутренних дел во главе с Уланом Мамакановичем, необходимо на постоянной основе принимать меры по повышению эффективности противодействия современным угрозам. Уникальность российской поддержки заключается в том, что ныне действующая программа предусматривает оказание всесторонней поддержки. Это укрепление материально-технической базы, повышение потенциала кадров, оплата командировочных и оперативных расходов, дополнительное материальное стимулирование сотрудников и многое другое. Я хочу подчеркнуть, что российские программы по оказанию помощи нашей стране, реализуемые с 2011 года по настоящее время с бюджетом более 26 миллионов долларов США, внесли огромный вклад в борьбу с наркотиками. Только за период 2020-2022 года включительно помощь от России составила более 5 миллионов долларов. Сегодня служба борьбы с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской Республики получает очередную партию автотранспортных средств от новой российской программы с бюджетом более 600 миллионов рублей. Уважаемые сотрудники органов внутренних дел,
Сегодня вручаю 28 автомашин. С удовлетворением хочу отметить вашу работу по реализации антинаркотических проектов при поддержке наших международных партнеров. В настоящее время при финансировании Российской Федерации реализуется проект управления ООН по наркотикам и преступности по внедрению новых технологий в борьбе с наркотиками с бюджетом более 1 миллиона 800 тысяч долларов, благодаря которому Кыргызстан стал одним из первых стран в регионе, успешно применяющих беспилотные летательные аппараты противодействия незаконному обороту наркотиков. За время реализации данного проекта нам удалось во взаимодействии и сотрудничестве с профильными ведомствами России и Белоруссии накопить довольно богатый опыт использования и применения беспилотных летательных аппаратов. В 2021 году на Иссыкуле впервые были проведены кыргызско-российские учения по обмену опытом использования беспилотных летательных аппаратов в правоохранительной деятельности. В рамках проекта ОНП ООН, финансируемого правительством России и Японии, в марте 2022 года нам было передано 10 служебно-розыскных собак. В 2022 году была успешно завершена реализация еще одного проекта ОНП ООН по поддержке усилий Кыргызстана в сфере контроля за наркотиками, бюджет которого правительством Японии было выделено 2 миллиона 750 тысяч долларов. В рамках данного проекта нам удалось выстроить эффективную наркополитику путем разработки и принятия стратегических документов, таких как антинаркотическая программа Кабинета министров Кыргызской Республики, профильный закон о наркотиках, также обучить кадры, укрепить материально-техническую базу и наладить международное сотрудничество. Кроме того, по линии сотрудничества с ОБСЕ и Европейского Союза также проводятся широкомасштабные мероприятия по наркопрофилактике в рамках реализации программы КАДАП-7. В текущем году ожидается открытие первого в Центральной Азии Центра по наркопрофилактике в городе Бишкек, направленного на предоставление совершенно новых инструментов и подходов в профилактику употребления наркотиков среди молодежи. В марте 2024 года планируется при поддержке государства Катар запуск очередного проекта ОНП ООН с бюджетом более 1 миллиона долларов. Эта финансовая поддержка будет направлена на создание национальной системы раннего предупреждения появления новых синтетических наркотиков и психоактивных веществ, а также укрепление потенциала кинологической службы СБНОН. Наша страна твердо верит в важность укрепления регионального сотрудничества для стабильности и процветания мира. Позвольте еще раз от имени Кабинета министров Кыргызской Республики выразить слова признательности всем государственным партнерам, в частности Российской Федерации, за поддержку и плодотворное сотрудничество в сфере контроля за оборотом наркотиков. Мы все вместе должны бороться против наркотиков, против его распространения во благо наших народов, нашего подрастающего поколения. Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья. Бар болыңыздар, Бөйдө Кыргызстан, аман болыңыздар. Bir mikroavtobus, ondan tışkırı 5 parketlik çıktı. Они как-то оборудованы внутри, нет? Или еще пока так?